Здравствуй, родная республика! Лучшим напитком для укрепления иммунитета медики признали настой из ягод шиповника. Оказывается, в нем витамина С больше, чем в лимоне. А знаете, что еще благотворно влияет на состояние организма? Хорошее настроение. И для него никаких настоев пить не нужно, достаточно лишь включить нашу программу. Это «Студия 11», и мы начинаем очередной выпуск. Вот что вас ждет в первой части программы. Материнская этика – суперсила, которой обладают только родительницы. А началось все на уроке гимнастики, как появился баскетбол и как он развивается в Республике Коми. В Национальную галерею Коми заглянула новогодняя сказка. Там открылась выставка карикатур «Дед Мороз», «Снегурочка» и другие. В своих работах авторы изобразили, как сказочные персонажи, путешествуя с одного листа на другой, попадают в комические ситуации. В некоторых сюжетах запечатлены образы аж двух Морозов. Первый олицетворяет год уходящий, а второй – год наступающий. Среди художников известные мастера: Аркадий Мошев, Владимир Пунигов, Леонид Потапов, Аркадий Размыслов, а также их более молодые коллеги Татьяна Ладыгина и Мария Размыслова. Хронология представленных произведений охватывает период с 1967 по 2022 год. Смысловое содержание многих актуально и в 21 веке. Мы уверены, что эти рисунки помогут вам на время забыть о повседневных заботах, взглянуть на наше прошлое и настоящее через призму юмора. Так что обязательно заглядывайте в Национальную галерею Коми. Материнские прикосновения, нежные и теплые. Не секрет, что объятия и поглаживания самого родного человека порой оказывают невероятное действие. Успокаивают, дарят веру в хорошее и просто обволакивают любовью. А как правильно пользоваться этой материнской суперсилой, нашей программе рассказала Юлия Коровина. Материнская этика – понятие, значение которого знают немногие, но после того, как с ним познакомятся, не смогут уже забыть и не применять в своей жизни. Юлия, материнская этика – что это такое? Это прикосновение. Прикосновение к своим малышам, к своим взрослым детям, даже к мужу, например, да. Это очень правильное, этичное прикосновение, которое помогает снять какую-то такую паническую атаку или какое-то такое острое состояние, или, наоборот, взбадривают деток, да, перед садиком, перед школой. То есть правильно ли я понимаю, это мы своими ладошками взаимодействуем с какими-то точками тела? Да, не сколько точками, про ладошки совершенно правильно, не сколько с точками, сколько с частями тела. То есть берем свою ладошку, мамину ладошку, вот именно полностью вот эту вот часть. Часто бывает вот не такое, да, а полностью обхватываем и прям жадной своей рукой вот берем и обминаем ручки по очереди. Или обминаем ножки малыша. Ну, понятно, что если этот малыш только что родился, мы не будем прям яростно его, да, сильно делать. Если он маленький, мы тоже самое, но слегка обхватываем. Если малыш уже постарше, если это подросток, то тут можно уже не стесняться и прямо хорошо промять. Руки, ноги промять. Да, очень здорово растирать спинку. То есть это прям очень хорошая такая техника, когда мы кладем свою ладонь на грудь, да, вот на грудную клетку, слегка наклоняем малыша вперед и прям усиленно ездим по его спинке такими вот языками пламени. Слева и справа от позвоночника. То есть такие хаотичные движения. Да, я не скажу, делайте там право-влево, зад-вперед. Да, я просто скажу, что просто поездите по спинке буквально в течение там 1 минуты, даже меньше. Да? Сколько он вам даст, столько быстро поездите и отпустите. Пусть он спокойно бежит и делает свои дальше дела. Вот вы сейчас показали то, что размять нужно ручки, ножки. А чем тогда материнская этика отличается от того же самого массажа? Массаж все-таки это именно процедура, да, ее должны делать специалисты, а материнская этика доступна всем мамам, да, которые могут своими руками на самом деле очень здорово поработать с ребенком. Мы не массируем, мы, то есть, не работаем с мышцей, мы не накачиваем ее, не тренируем, мы работаем именно с рефлексом малыша, с рефлексом ребенка, помогаем ему унять свой рефлекс и спокойно, осознанно именно двигаться, да, пользоваться руками, да, пользоваться ногами, красивой спиной, именно отменяя этот рефлекс. Вот вы мама 3 детей. Помогла ли вам в жизни материнская этика? Помогла и помогает, и я всегда ее практикую. Мое утро начинается с материнской этики, вечером заканчивается. То есть я всегда именно прикасаюсь к своим детям, да, я всегда их трогаю, всегда их именно вот натираю. Они никогда не ускользают из моего взгляда, да, если я вижу, что между собой какой-то у них там пошел разнобой, если они там не очень, неважно себя ведут,
рвут, что между собой что-то там все не удалось. Я не читаю нотации, не говорю, что делала не так, делала не так. Я просто подхожу и просто потираю спинку или обминаю ручки. Все. А после этого я уже с ними разговариваю, да. Я из ваших слов могу сделать вывод, что это не только такую физическую, да, связь родитель-ребенок усиливает, но еще и психологическую. Вот с подростками помогают ли такие секретики в отношениях? На самом деле, да, очень помогает. Моя старшая дочка, ей 13 лет, она иногда бывает подходит ко мне, говорит: мам, что-то я неважно себя чувствую, промни меня, пожалуйста. И вот мы как раз я делаю то же самое, то есть нет такого, что вот во взрослом возрасте, да, те же языки пламени делать нельзя. Их можно делать в разном возрасте. И вот я как раз и ручки, да, обомну, и спину ей натру, обниму и положу, чтобы она голову ко мне на плечо положила, да, раскрывать как раз шею. Это очень полезно тоже для всех возрастов. Вот, то есть я делаю все те же самые техники, которые делаю с малышами, да, со своими малышами. Вот, это очень здорово помогает. Юлия, спасибо вам большое за информацию. Ну и до Нового года осталось не так уж и много в его преддверии. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям? Мне хочется пожелать, чтобы этот Новый год запомнился тем, что вы встретили его все вместе с семьей, чтобы дети вас радовали, чтобы взрослые были счастливы и здоровы. Это самое главное. И вас, Юлия, с наступающим Новым годом еще раз спасибо. До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. Сегодня, 21 декабря, отмечается неофициальный день рождения баскетбола. В 1891 году молодой преподаватель из Спрингфилда, штат Иллинойс, решил оживить урок гимнастики. Он прикрепил к перилам балкона 2 фруктовые корзины, в которые нужно было забрасывать футбольный мяч. Со временем эта забава переросла в профессиональный вид спорта, который полюбился по всему миру. В Республике Коми баскетбол также очень ценится. В преддверии дня рождения этой игры моя коллега Евгения Кладкевич заглянула на тренировку баскетбольного клуба «Ника». Последний раз Едешко с высокой траекторией запускает этот мяч к кольцу американцев. Мешают друг другу 10-й номер Джеймс Фордс и 14-й Кевин Джонс. Помешали друг другу, и мяч Саша Белов поймал. Великая победа. Олимпийские игры 1972 года. Сборная СССР одерживает блистательную победу в матче с командой США. Эта игра стала, пожалуй, самой известной за всю историю баскетбольных международных соревнований. До встречи с Советским Союзом американцы никогда не уступали в финалах Олимпиад. Ну а нашей стране победный заброс в кольцо принес первое баскетбольное золото на Олимпийской арене. С этой игрой каждый из нас так или иначе знакомится еще в детстве. Только вспомните, как на уроках физкультуры вы то и дело отрабатывали игровые приемы. 3-очковый бросок или дриблинг. Баскетболом в школе занимаются не зря. Этот вид спорта отлично развивает физическую выносливость. К тому же баскетбол уже очень долгое время одна из самых популярных и любимых командных игр по всему миру. А ведь появился он совершенно случайно. В 1891 году один американский преподаватель из Спрингфилда решил разнообразить урок гимнастики. Эта спортивная забава очень быстро обрела статус профессиональной игры. В 1897 прошел первый баскетбольный матч, а годом позже была создана Национальная баскетбольная лига. В нашей стране в баскетбол начали играть в 1906 году. В это время в Санкт-Петербурге существовало общество «Маяк», которое содействовало, цитата, «нравственному развитию молодежи». Именно благодаря ему СССР и познал баскетбол. В 1928 году в стране появилась первая баскетбольная форма. В эти годы совершенствуются и методы подготовки советских баскетбольных команд. Разрабатываются новые тактики и методы игры. На 1 января 1941 года в Советском Союзе насчитывалось более 82 тысяч баскетболистов. Со временем начали формироваться и женские команды. Наши спортсмены все чаще и увереннее показывали себя на международном уровне. Громкие победы на Олимпийских играх и мировых чемпионатах из раза в раз закаляли статус советского чемпиона. Сегодня же одним из лучших баскетбольных клубов в нашей стране по праву считается московская ЦСКА, многократный победитель чемпионатов и Кубков России.
И нашей республике есть чем гордиться. Баскетбольный клуб «Ника» – настоящий спортивный бренд нашего региона. Свой первый матч команда отыграла в 1969 году. Тогда баскетбольный клуб не имел знакомого нам названия, так как костяк команды составляли студентки только что открывшегося Сыктывкарского госуниверситета. Баскетбольный клуб назывался просто и понятно «Университет». Конечно, со временем многое поменялось. И состав команды, и ее название, но что-то, как тогда, так и сейчас, остается неизменным. Усиленные тренировки и воля к победе. Свое нынешнее имя «Ника» клуб получил в 2015 году. Сегодня за сыктывкарскую команду играют 12 талантливых баскетболисток, в том числе из Канады, Сербии и Словении. Каждый сезон «Ника» растет, совершенствуется из раза в раз, покоряя все более сложные спортивные вершины. Так, в сезоне 2016-2017 «Ника» выступила в Суперлиге 1, а в прошлом году «Рыси» шагнули в высший дивизион женского баскетбола нашей страны. Сезон 2021-2022 ознаменовался для «Ники» участием в Премьер-лиге России. Мы очень любим друг друга. Наши тренеры, президенты, все люди, которые работают в клубе, очень сильно поддерживают. Так что здесь очень хорошо у нас находиться. Мы очень хорошо дружим. Мы всегда включаем колонку и вот слушаем музыку, веселимся, вот, чтобы поднять ей настроение. Даже если проигрываем, думаю, что надо поднимать всегда настроение, всегда улыбаться и чтобы была хорошая энергия. Вся республика любимой «Ники», как и всегда, желает только победы. Наша поддержка, удачи и боевой настрой девчонкам понадобится уже очень скоро. Послезавтра, 23 декабря, «Ника» сыграет в полуфинале Кубка России. Соперником за право выхода в финал выступит команда УГМК из Екатеринбурга. Вот так вот легко пролетела первая часть выпуска. Прямо сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим радовать вас интересными сюжетами. Не переключайтесь. В эфире телеканала «Юрган», студия 11, кладезь информационно-развлекательного контента. И вот чем порадует вторая часть этой программы. Большая победа! Иван Голубков из Коми стал обладателем национальной спортивной премии. Лучшие вольники страны в одном месте. В Сыктывкаре стартовали соревнования по вольной борьбе имени Владимира Паршукова. Иван Голубков – победитель национальной спортивной премии. Спортсмен стал лучшим в номинации «Преодоление». Такая новость недавно прогремела на всю Россию. Иван Голубков – шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, многократный обладатель Кубка мира и чемпион России. Давайте же порадуемся за наших спортсменов. Сегодня в Сыктывкаре стартовали всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти Владимира Паршукова. На спортивной площадке сойдутся представители Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми и других регионов России. Подробнее о состязаниях расскажет мастер спорта России по вольной борьбе Евгений Лисица. Евгений, здравствуйте. Рада вас видеть у нас в студии. И перед тем, как говорить о самом спортивном событии, давайте все-таки пару слов о Владимире Паршукове, в честь которого названо соревнование. Владимир Паршуков – это легендарная личность, настоящий коми-богатырь. В 70-е, 80-е годы он побеждал на Кубке мира, выигрывал чемпионат Европы, много раз выигрывал чемпионат Советского Союза. 16 лет находился в сборной Советского Союза, сильнейшей сборной мира на тот момент. В честь него организованы эти соревнования. Уже 21 раз они будут проводиться с 2001 года. Собираются, приезжают люди со многих регионов. Очень нравится и к нам приезжать. Мы хорошо встречаем. Я в этом не сомневаюсь. Вот 21 раз за все это время, как себя соревнования вообще показали? Мы всегда, еще раз повторюсь, хорошо встречаем гостей. Хорошие у нас условия, хорошие подарки, дорогие подарки, медали. Все красиво, все здорово. Всегда все рады. В этом году сколько участников приехало в Сыктывкар? В этом году приехало 12 команд из разных регионов. Санкт-Петербург, Москва, Чечня, Дагестан, Новосибирская область, Чебоксары, ну и еще некоторые
регионы. Я знаю, что в этом году профессионалы свои силы попробуют тоже. Это не всегда бывает, не каждый год. Так ли это? Это так. В прошлом году и в этом году приезжали члены сборной команды России. То есть приезжают сильнейшие спортсмены. Не во всех весовых категориях, но тем не менее приезжают ребята из молодежных сборных, пробуют свои силы. Турнир достаточно статусный. И вот я сказала, что это для мужчин соревнования, да, то есть с 18, мужчин, да, с 18 да. И до бесконечности. Да, с 18 до бесконечности, но я думаю, что старше 35 там люди не появляются, потому что без шансов там серьезные спортсмены выступают, и поэтому... За первое место что же ожидается? За первое место присваивается звание мастера спорта России, поэтому еще эти соревнования статусные, и ради этого люди приезжают, чтобы выполнить это звание, получить медали, кубки, награды. Перед нашим эфиром Евгений поделился, что в вольной борьбе он уже, представляете, 45 лет. И я думаю, кто, как не вы, можете вообще рассказать о том, как вот, по вашему мнению, сегодня вольная борьба в Республике Коми. Активно ли она развивается? Дышит ли она полной грудью? Я думаю, что да, действительно, борьба развивается. У нас есть проект «Борьба в школы». В нескольких школах мы открыли залы. В Сыктывкаре в основном, в Ухте открыли зал. Есть у нас спортивный клуб «Ошпи». Там ребята несколько залов открыли. Помимо Вильгарта есть большой зал в Вильгарте. Спасибо Юрию Широкову, который построил для нас этот зал. Вот. То есть я считаю, что борьба развивается достаточно динамично. Только ли мальчишки в борьбе? Нет, конечно, очень много девочек. Сейчас, когда развивается женская борьба, у нас это тоже. У нас есть призерки и чемпионки России именно в женской борьбе. Среди мальчишек тоже есть, но вот в женской борьбе тоже очень много девочек теперь ходят. Это интересно, и девочкам очень нравится. Ну и профессиональный совет. С какого возраста мальчишек и девчонок стоит отдавать вольную борьбу? Официально принимают детей с 7 лет в секции, но я думаю, что с 5-6 лет у нас даже есть такие секции для начинающих детишек. Вот люди ходят, им очень нравится. Я вижу, как приходят родители, у нас проходят какие-то там совместные тренировки с родителями. Это довольно-таки забавно и очень интересно. Итак, вернемся к соревнованиям имени Владимира Паршукова. Они один день будут проходить? Они проходят 2 дня. В первый день предварительные схватки, как обычно это бывает, а на второй день бывают финалы. Вот завтра финал. Посмотреть любой желающий может? Завтра финалы могут посмотреть, конечно же, любой. Приходите, пожалуйста, смотрите. Особенно болельщики, а те, кто был в борьбе, кто помнит борьбу, приходите, будет интересно. Ну что ж, спасибо вам большое. Всю информацию можно будет посмотреть в сообществе ВКонтакте Федерации вольной борьбы, верно, Республики Коми. Да. Спасибо вам большое, Евгений, что пришли. Жарких вам соревнований. Спасибо и вам. Всего доброго. А мы продолжаем наш выпуск. И вот еще один интересный материал в копилку вашего дня. Смотрим. Поздравляю всех проживающих в Республике Коми с наступающим Новым годом. Желаю всего хорошего в Новом году. Передаю привет своей маме. Вот. Привет. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья, денег и всего самого наилучшего. И хорошо исправить Новый год. Всем передаю привет. Поздравляю семью моей дочери с наступающим Новым годом, моих любимых внучат и любимую внучку Алисоньку. Всего хорошего вам. Самое главное – здоровья, ну и исполнения всех ваших желаний. Счастья, тепла, уюта. Здоровья всем близким и родным. Будьте здоровы. С Новым годом, с наступающим. Всех своих близких, родственников, знакомых. Поздравляю с Новым годом. Желаю здоровья прежде всего. Потому что если здоровье будет, значит все остальное можно сделать. В Усинск передаем привет. Поздравления с Новым годом. Да? И еще в Ухту. Да? Что пожелаем? Здоровья, счастья, много подарков и много букетов. Букет и улыбок еще, да? Всем здоровья и всего самого наилучшего. Дай Бог всем здоровья, крепкого-крепкого.
На этом у нас все. Ох, каким же спортивным выдался сегодняшний выпуск. Надеюсь, мы замотивировали вас подвигаться сегодня чуть больше, чем обычно. В любом случае, в середине недели высокая активность пойдет только на пользу. Желаем вам отличного продолжения дня. Увидимся уже завтра. Пока-пока.